өзінің тікелей сіздерге қатысты тақырыбымен Нұрдияз. Ну что ж, дорогие друзья, добрый вечер, доброе утро. Рад вас сегодня всех видеть здесь, что вы все сюда пришли, потратили 20 минут своего времени. И давайте похлопаем этому, похлопаем друг другу, что мы здесь все вместе. Мы готовились к этому проекту в течение недели, и я долго думал, что будет же моей темой. И да, тема будет очень интересная, я думаю, и близка каждому из вас. Эта тема очень обширна, и вы сталкиваетесь с ней день ото дня, ночь за ночью. Как вы, наверное, поняли, тема пойдет об образовании. А точнее о том, является ли образование важной гарантией успеха в нашей современной жизни. Давайте небольшой опрос. Кто считает, что образование является нужной и важной вещью в нашей жизни? Поднимите руку. 100%, да. Но да, я тоже считаю, что образование является очень важной частью. Но давайте предположим две ситуации. В первой парень учится в университете, по каким-то причинам бросает его и становится миллиардером. Вторая аналогичная ситуация. Парень также учится в университете, что-то делает, что-то пытается делать, и в конце ему остается работать только в Макдональдсе, и его фразой остается «свободная касса». И что же различает двух этих людей? Целеустремленность? Судьба? Что же? Талант. И... Да, мотивация. Мотивация является параллельно с нашим образованием и всегда поддерживает нас в течение всей нашей жизни. И сейчас вы подумаете, как же мне быть мотивированным в жизни и еще контактировать с образованием. Порой люди могут мотивировать нас на какие-то поступки, на какие-то действия. Сейчас я смотрю, более женское население посмотрело вверх на экран, да? И да, действительно, различные. Не знаю, вот последний раз я ходил на фильм «Выживший», и каждый, наверное, помнит сцену с медведем, и действительно это было очень восхитительно. Меня это вдохновило. Да, это немного для парней. Минутка отдыха для вас. Дальше. Да, это наш президент. И я считаю, что президент является достойным примером того, которым мы должны быть. Давайте похлопаем ему. Это человек, который поднял не только себя, но и поднял за собой 17 миллионов человек. Ну и сейчас я бы хотел рассказать вам одну историю. Одну историю из моей жизни. Это не будет история о каких-нибудь известных людях, как Стив Джобс или кто-то там еще. Это будет история простого алматинского парня, который начал 10 лет назад. И сейчас он снабжает весь Казахстан различными канцелярскими товарами, ручками, тетрадками. Вы, наверное, поняли, о ком идет сейчас речь? Абди, да, Абдибек. Так звали два парня. 10 лет назад он закончил юридический университет и начал работать, получил хорошее образование и добился большого успеха в жизни. И мне бы хотелось в конце пожелать вам всем одного. Когда вы любите то дело, которым вы занимаетесь, когда вы делаете то, что вам действительно нравится, вы будете это делать, и это будет помогать вам всегда в жизни. Большое спасибо всем. Доброе утро, друзья! Как ваши дела? Для начала, как уже говорил Нурдияз, мне бы хотелось поблагодарить вас, что сегодня вы здесь. Я имею в виду, это просто прекрасно, что вы решили пойти на брифинг, а не на третий этаж второго блока, чтобы поспать. На самом деле, обычно я так и делаю. Думаю, вы уже могли догадаться, что моя тема связана с космосом. Табличка со мной Нурдиясом, где я изображен на фоне звезд, а Нурдияс почему-то изображен на фоне турецких газет, висит там уже неделю. И всю эту неделю ко мне подходили люди и спрашивали: «Ясауи, о чем ты будешь говорить?» И знаете, я так выпрямлял спину, поднимал голову вверх, гордо поднимал голову вверх и отвечал: «Я буду говорить о космосе». И все смотрели на меня как на дебила. Они говорили, что космос — это настолько скучная и банальная тема, что весь мой зал просто уснет в первую же минуту. Но я им не поверил. И следующий слайд. Прежде чем я начну свое сегодняшнее выступление, мне бы хотелось задать своим слушателям всего один вопрос.
Как часто вы смотрите в небо? Как часто? Как часто вы поднимаете свою голову вверх и задумываетесь, как много всего интересного там, наверху? Когда-то давно один поэт писал: на нашем свете существуют лишь две вещи, достойные нашего удивления. Это музыка в наших сердцах и звезды над нашими головами. И он был прав. Звезды всегда были источником вдохновения для людей, для поэтов, художников и в первую очередь изобретателей. Следующий слайд. Особенно ярко, я считаю, это выразилось в середине прошлого века. Это было прекрасное время. Космос тогда для нас был в новинку. И